Здравствуйте, это новости Татарстана. В студии Олег Мыльников. Заканчиваются праздничные выходные. Чем запомнится этот вторник? О самом главном в ближайшие полчаса. Сегодня Рустам Минниханов с рабочим визитом побывал в Лениногорском районе. В программе президента была и посевная, и посещение агрофирм, и спортшкола Олимпийского резерва. Важным событием стала встреча с родными героя России Дамира Исламова. Рустам Минниханов возложил цветы на его могилу. Напомним, командир танка вместе со своим экипажем погиб 7 марта во время специальной военной операции России на Украине. Экипаж танка под командованием Дамира Исламова ликвидировал огневую точку противника и вступил в бой с 5 танками. Уничтожил 4 из них, но в результате прямого попадания танк Исламова был подбит. Погиб весь экипаж, в том числе и казанец Дамир Гелимханов. Все стали героями России посмертно. Как в Татарстане чтят память героев? В репортаже Дмитрия Аринина. С букетом роз Рустам Минниханов приехал на кладбище. Здесь, на аллее почетных жителей Лениногорска, похоронен герой России Дамир Исламов. Президент возложил цветы к его могиле. Также цветы возложили члены правительства и руководство района. Отсюда Рустам Минниханов отправился домой к родителям Дамира. Выразил искренние соболезнования. Он подчеркнул, семья воспитала достойного сына, который с честью выполнил свой воинский долг перед Родиной. Наши соболезнования – это большая трагедия для всех нас, для вашей семьи особенно. Потерять ребенка. С этим надо будет жить. Да, с этим надо жить. Да, у меня тоже ведь тоже сын погиб. Старший сын погиб. Все равно он каждый день. Я очень понимаю. Ничем это никак. Ничем, да. абсолютно. Ничем да. Это не за... И никакие утешения. Да. Это, да. Ну, держитесь. Держитесь, очень сложно, особенно для мамы, ну и для папы, конечно. Куда Родина скажет, туда и пойдет. Он дал клятву. Да. Да. Но все равно Родина, да. Два Дамира в одном танке Сотной Республики. Бойца таких, их трое, все три, конечно, не герои. То, что они сделали, это подвиг, конечно. Дамир Исламов был младшим ребенком в многодетной семье, учился в 6-й школе Лениногорска, хотел стать стоматологом, но выбрал карьеру военного и поступил в Казанское высшее танковое училище. В октябре ему исполнилось бы 26 лет. Уже будучи в училище, стал добиваться очень больших высот, потому что он, когда я работала в Хабаровске, они приехали в Благовещенск на танковый биатлон. Он выиграл, его экипаж выиграл 2-е место по России. И мы уже поняли, что этот человек останется в строю и будет до конца военным человеком. В апреле на доме рядом с танковым училищем, где учился Дамир Исламов, создали огромный мурал. Хотят поставить и бюсты героя России. Проект о создании 2 бюстов, которые будут установлены один на его родине в городе Лениногорске и второй на аллее героев выпускников училища. Автор мурала Дамира Исламова, казанский художник Азат Алиев, работал над портретом Дамира Гелимханова. Полотно в честь героя России появилось в Казани, во дворе дома, где он жил. Это совместная идея с родителями Дамира, с военными и общественниками. Работа над фасадом длилась 5 дней, что довольно быстро для 9-этажного рисунка. Что касается основной задумки, родители Дамира говорили, что он всегда улыбался и просили изобразить его улыбающимся. То есть таким он запомнился. Дамир Гелимханов родился в Казани, окончил 42-ю школу, затем колледж, армия и контрактная служба. Многие жители этого двора на Завойского знали Дамира и гордятся тем, что его память увековечили. Очень удачно и узнаваемо сделан портрет. Хорошо, конечно. Это я считаю, что это вообще очень здорово. Гордость прям берет. Молодец парень. Жалко, конечно, что погиб. Как отметил Рустам Минниханов, татарстанцы, участвуя в спецоперации, мужественно выполняют свой воинский долг. Верные присяги выполняют свой священный воинский долг. В операции погибли 62 воина-татарстанца. Из них
2 человека удостоены звания Героя России. 12 награждены Орденом Мужества. 1 представлен награждение Орденом Мужества. В Татарстане будут увековечивать имена всех своих героев. Дмитрий Айринин, Игорь Романов, Фируза Хамидуллина, Ирик Хабибуллин, ТНВ, Казань, Лениногорск. И здесь же, в Лениногорске, президент посетил несколько важных объектов и дал несколько значимых поручений. Животноводство должно быть выгодным для фермеров, овощеводы могут рассчитывать на поддержку, и уже согласовано выделение средств на ремонт лыжного трамплина в школе Олимпийского резерва. О деталях поездки репортаж Филюзы Хамидуллиной. Вот эта система называется у нас гидропоника. Она позволяет разу увеличить урожайность. Это самый крупный тепличный комплекс на юго-востоке республики. Здесь выращивают овощи современным методом гидропоники. В прошлом году вырастили 523 тонны огурцов, 206 тонн томатов. Сегодня с работой предприятия ознакомился и Рустам Миниханов. Семена у них берете или как? Есть и гавришевские семена, есть и как. Площадь теплицы 3 гектара. Вкусовые качества соответствуют уровню европейских производителей. В связи с экономической ситуацией усложнилась логистика. Выросли цены на импортные удобрения, говорят на предприятии. Их заменили отечественными. Большинство наших поставляемых удобрений были импортные. Они были из Нидерландов, частично из Германии в том числе. Но однако мы сейчас в целях оптимизации выбрали наших отечественных производителей, которые по качеству ничуть не уступают. Они даже в чем-то лучше в плане доставки, в плане логистики. Рустаму Миниханову рассказали о планах по развитию комплекса. Для организации полного цикла работы требуется строительство воздушной линии электропередач. Президент поручил проработать варианты решения вопроса. Основной у нас проблема со светом. Свет не может. Светокультура, да? Да, светокультура, но со светом у нас нужно линию строить, пока не получается. А сколько вы потребляете? Общее у нас сейчас потребление здесь должно быть 3 мегаватта. Это единственный завод в России по очистке семян многолетних трав. В хозяйстве их выращивают, очищают, обрабатывают и упаковывают. В прошлом году произведено 2000 тонн продукции. Выручка более 40 миллионов рублей. Президенту показывают отечественную камнеуборочную машину. Ее применяют при обработке полей. Стоимость техники в 3 раза дешевле импортной. В планах расширить производство. Мы сегодня отгрузили машины такие в Казахстан, в Армению, Крым. Если импортная машина стоит в среднем 6,5 миллионов, наша машина стоит 1 миллион 700 тысяч рублей. В дальнейшем мы сегодня рассматриваем для мелких хозяйств, разрабатываем чертежи для сеялок, чтобы эту сеялку мог купить любой фермер. В животноводстве району нужно подтянуться. Об этом президент говорит уже на встрече с руководителями хозяйств. За год снизилось поголовье. Рустам Миниханов отметил, нужно создать и потребительские кооперативы. Надо сделать так, чтобы населению было удобно держать скот и было выгодно продавать продукцию. Первое – это обеспечение кормами, это кормоцентр надо посмотреть. Второе – значит, потребительский кооператив какой-то, чтобы не перекупщики, а реально. Была рекомендация посмотреть кормовые центры, как в других районах они работают, и как бы постараться создать в нашем районе кормовой центр. В школе Олимпийского резерва Рустам Миниханов осмотрел лыжные трамплины. Их в Лениногорске 3. Построены были еще в начале 70-х годов прошлого века и ни разу капитально не ремонтировались. Школа по прыжкам с трамплина выпустила 7 тысяч воспитанников. Один из них – серебряный призер Олимпиады Данил Садриев. Воспитать чемпионов мирового уровня на устаревшем трамплине практически невозможно, говорят тренеры. Всегда нужны хорошие совершенствованные комплексы, иначе смысла нет заниматься на старом варианте, потому что все бежит вперед. Технологии плюс подготовка на этих совершенных комплексах, она очень сильно, конечно, нужна. Ну, у нас пока тут вот как бы на прошлом веке все это пока держится. Ездим по другим регионам, в Чайковский, Нижний Тагил, Сочи. Там проходит подготовка на больших трамплинах К-90, К-120. Как доложили сегодня президенту, для улучшения материально-технической базы необходимо усиление конструкции 2 трамплинов, установка высокотехнологичной современной лыжни и мобильных подъемников. По ряду вопросов президентом уже согласовано выделение средств. Филюза Хамидуллина, Ирик Хабибуллин, ТНВ, Лениногорск.
Рустам Минниханов в первой половине дня сегодня посетил и Азнакаевский район. Здесь он ознакомился с ходом посевной. В этом году планируют засеять больше 70 тысяч гектаров. Уже выполнено больше половины работ. Глава района доложил, что при хорошей погоде посев ранних культур можно завершить за 2-3 дня. Сейчас да, совершенно верно. Плюс кукуруза также была увеличена, поэтому это нам позволит в этом году в полном объеме обеспечить Азнакай кормами высококачественными. 40 тысяч, да? 40 тысяч пошло. Да. Также президент посетил животноводческий комплекс агрофирмы «Азнакай». Здесь в прошлом году построили 2 коровника на 2000 голов. Благодаря специальному инвесткредиту возводят еще один. Рустам Минниханов интересовался, нет ли трудностей в закупке оборудования. По словам руководителя агрофирмы, рассматриваются альтернативные площадки. На этой же площадке президент встретился и с руководителями хозяйств, инвесторами и главами поселений. За последние 10 лет благодаря грантам удалось заметно увеличить поголовье скота. Сегодня в районе насчитывается почти 22,5 тысячи голов КРС. В районе хорошо развита система кооперативов. Руководители хозяйства обратились к президенту с просьбой помочь в строительстве агропарка. Рустам Минниханов дал соответствующее поручение. Богатое на находки открытие сделали археологи в центре Казани. Под стенами Кремля нашли медные и серебряные монеты, боевые ядра, наконечники стрел и даже старинную лодку-долбленку. Это 7 тысяч предметов обихода. Сейчас ученых ждет кропотливая работа по их исследованию. Уже сейчас, понятно, находки пролежали под землей несколько столетий. Что же скрывала казанская земля, узнала Алия Хайрудинова. Улица Батурина прямо под стенами Казанского Кремля. Здесь археологи во время предстроительных раскопок обнаружили очень ценные находки. Среди них срубы времен Золотой Орды и монеты времен Василия II. Углубившись в грунт на 5,5 метров, исследователи нашли часть городского квартала. Здесь хорошо сохранились срубы, погреба, посуда, бочки, монеты, кожаные изделия. Этот участок археологи называют влажным культурным слоем. Он буквально законсервировал предметы быта и уберег их от разложения. Одна из самых больших и важных находок, которая была сделана на этом археологическом раскопе, это лодка-долбленка. Здесь вы можете видеть ее фрагмент, сохранившийся до наших дней. Этот фрагмент лодки уже пропитали специальным химическим составом и обернули в полиэтилен. Иначе под воздействием солнца и воздуха ценная находка просто распалась бы за пару дней. Наша окружающая среда и воздух очень сильно действуют на предметы, они высыхают. С деревянными предметами в таком случае они просто рассыхаются, разрушаются, и мы их можем безвозвратно потерять. Предварительно археологи относят найденные 7 тысяч артефактов к XIV-XVII векам. Освоение этой территории в древности начинается примерно с XIV века, когда Казань становится золотоордынским городом и начинает расширяться с территории Казанского Кремля в 2 стороны. Это в сторону Булака и в сторону Черного озера. Еще одна крупная находка – серия погребов и хозяйственные ямы эпохи Казанского ханства и Золотой Орды. К погребам вели лестницы, а в стенах сохранились дверные проемы. В деревянных бочках археологи обнаружили большое количество кожаных обрезков, медной ветоши, стеклянной посуды и керамики. Уникальность, кроме влажного слоя этого места, то, что это яркий показатель того, как можно из археологии, из археологических находок сделать уникальный такой источниковедческий материал и показать то, как жила Казань. Она жила вот за эту тысячелетнюю, уже по сути более чем тысячелетнюю историю. Ну и, естественно, задача состоит в том, чтобы не только его открыть, но и провести консервационные работы. Дело в том, что сохранить дерево очень сложно. Работу начинаем с того, что расчищаем кожаный предмет от почвенных загрязнений. В Институте археологии специалисты уже начали реставрацию. Ученым предстоит издать не одну научную работу по результатам обработанных артефактов. Археологи надеются, через 2 года они станут достоянием общественности. Их смогут увидеть в Музее археологии Татарстана. А на месте раскопок планируют создать музей. Алия Хайрудинова, Ильшат Мухаметов, Данил Филатов, ТНВ, Казань.
Подготовка к празднованию 1100-летия официального принятия ислама в Волжской Булгарии практически завершена. Об этом сообщили на заседании Республиканского оргкомитета. Его провел Рустам Минниханов. Также участвовали Ментимер Шаймиев, Алексей Песошин и члены правительства. Президент напомнил, по указу Владимира Путина празднование проводится на государственном уровне. Основные мероприятия пройдут с 19 по 21 мая. В федеральном и республиканском планах 150 мероприятий. Главные события – Изге Болгар Жиины, Казань-саммит, заседание группы стратегического видения России «Исламский мир», форум татарских религиозных деятелей, церемония закладки камня в основании соборной мечети в Казани. Президент попросил обратить внимание на обеспечение безопасности участников и соблюдение санитарных требований. Рустам Минниханов отметил, все мероприятия будут проведены с особым масштабом при участии делегаций из мусульманских стран, представителей федеральных министерств и ведомств. Организаторы уделят внимание осмыслению прошлого и настоящего российских мусульман, их вкладу в формирование российской государственности и культуры. Народный контроль, жилье без тротуаров, свалки на земле для многодетных и очереди к врачам. Еще на какие проблемы жаловались татарстанцы в апреле? Читайте сегодня в интернет-газете «Реальное время». Владимир Путин поручил региональным властям обеспечить тушение возгораний лесов. Такое поручение президент России дал на совещании по вопросам борьбы с пожарами. Как отметил глава государства, ситуация прошлого года повториться не должна. С 1 января вступили в силу изменения в федеральном законодательстве. Тушить ландшафтные пожары, то есть на открытой местности, теперь должны региональные и муниципальные власти. Для этого, как отметил президент, они получили все полномочия и средства. По нацпроекту «Экология» в регионах идет обновление спецтехники и оборудования. Также правительству страны поручено ежегодно выделять регионам дополнительно не менее 8 миллиардов рублей на охрану лесов от пожаров. Как доложили в МЧС, сейчас в стране зафиксирован 101 очаг лесных пожаров на площади 12 тысяч гектаров. Ясно, что это вопрос сложный. Стихия, она есть стихия. Но я бы хотел сегодня услышать, средства-то выделены? Вы их используете? И что мешает сегодня своевременно реагировать на возникновение очагов пожаров? Нельзя допустить повторения ситуации прошлого года, когда лесные пожары стали самыми продолжительными и интенсивными за несколько последних лет. Ему 97, а в душе все те же 18. Он подпевает юным кадетам, помнит свой боевой путь и гордится нынешним поколением. Участника Великой Отечественной войны, самого пожилого десантника России Павла Клетнева с Днем Победы поздравили кадеты. Сегодня их клуб «Юный десантник» носит его имя. Воспоминания фронтовика услышала Алия Хайруддинова. Я сам был душой. Все хорошо, давай, послушай, детишек. Павел Клетнев – старейший десантник страны, участник Великой Отечественной войны. Его китель в медалях и орденах. Ему 97, хотя еще в 95 он прыгал с парашютом. Павел Кузьмич участвовал в освобождении Ленинграда, Белоруссии, Венгрии. Свою первую весну победы встретил в Чехословакии. Героический праздник всего нашего народа. А я там участие принимал. Так что горжусь я нашим советским народом. Живой его солдат. Судьба предоставил мне правнука. Вы все мои правнуки. Горжусь нашему поколению. Сегодня он снова в военной форме. Те, кто знает Павла Клетнева, восхищаются его бесстрашием, оптимизмом и активной жизненной позицией. Он открытый и честный. И даже при всех регалиях, кто его бы не окружал, он всегда говорил, я простой советский солдат, который прошел войну рядовым, закончил сержантом. «Сторонка, сторонка моя», поет фронтовик. Эта песня поднимала боевой дух, говорит Павел Кузьмич. Сегодня ему подпевают и юные десантники. В этом году их военно-патриотическому клубу присвоили имя Павла Клетнева, а лучшим курсантам будут вручать именные медали. 2 года назад крайний прыжок совершили мы с высоты 4000 метров на аэродроме Мензелинска. Он с удовольствием это делает, он бесстрашный человек и подает пример нашим кадетам. Ветеран уверен, поколение, воспитанное победителями, проживет достойную жизнь. А его все тянет небо и самолеты. Синева для него так и осталась сказочной былью. Ты не бойся синевы.
Олег Ирудинова, Данил Филатов, ТНВ, Казань. Татарская деревня Янгис-Каин Башкортостана гордится тем, что у них сразу 2 героя Советского Союза, которые удостоились этого высокого звания за мужество в Великую Отечественную войну. Закир Асфандияров в одиночку уничтожил 10 солдат и 1 офицера противника, а Зайнеддин Ахмедзянов под непрерывным артобстрелом и бомбардировкой с воздуха самостоятельно организовал переправу наших войск. В родной деревне помнят эти подвиги и на днях открыли бюсты в память о героях. Рамиль Шайдуллин с подробностями. Переливаясь бронзой, герои снова вместе. Даже спустя 80 лет Закир Асфандияров и Зайнеддин Ахмедзянов по-прежнему рядом с односельчанами. Их имена здесь помнят, а подвиги чтят. Все знают, рядом жили герои, которые сражались за родину. Конечно, конечно. Всегда рассказывали. Даже есть в школе у нас музей, и в музее про них есть разные экспонаты. Вот. В музее местной школы данные о своих героях хранят как особую реликвию. Под стеклом статьи о них и личные вещи. Вот уголок Закира Асфандиярова. В 23 года он ушел на фронт. Особо отличился в боях за освобождение Украины. В 1944 году в битве за село Цибулев противостоял 8 танкам, 12 бронетранспортерам и вражеской пехоте. Так команда Асфандиярова разбила противника, а сам он в одиночку уничтожил 10 солдат и 1 офицера. За это удостоился звания Героя Советского Союза, ордена Ленина и медали «Золотая звезда». Один из наших героев, Асфандияров, Закария Лутулович, он уехал в Казахстан. К сожалению, я его не знаю, но вот Ахмедзянов Закир Зайнеддин Бабай, он жил у нас недалеко от нас, даже недалеко от нашего дома. Мы встречались с ним. Здесь же очки и фотографии Зайнеддина Ахмедзянова, еще одного героя Советского Союза. В июле 1944-го при форсировании реки во Львовской области под непрерывными бомбардировками наладил переправу, тем самым обеспечил продвижение наших войск. Звание Героя Советского Союза Зайнеддин Ахмедзянов получил в сентябре 1944-го. После войны вернулся в родную деревню. Он всегда добрый был, людям всегда помогал. И нам, мальчишкам, всегда, все время лыжи сделал. Именами героев названы улицы в родном Янгис-Каине. В прошлом году поставили бюсты. Видимо, у нас аура такая. Да и школа. В школе изначально работали талантливые педагоги. Они, наверное, уделяли большое внимание патриотическому воспитанию. Да и сейчас оно также и уделяется. Все это делается, чтобы воспитать молодежь, чтобы они знали, кто за что погибал, чем занимались их дедушки, родители. Больше 70 лет. Второе народное название Янгис-Каина – деревня героев. Рамиль Шайдуллин, Миляв Шалатыпова, Рузиль Имамов, ТНВ, Башкортостан. С удовольствием трудится, несмотря на преклонный возраст. В Нижнекамске живет одна из возрастных дачниц, которая в свои 85 лет самостоятельно выращивает урожай. На 6 сотках Александры Замякиной ежегодно растет картофель, сортовые помидоры, огурцы, перцы и другие овощи. Пенсионерка со своей работой справляется сама. Тему продолжит Гульнара Миниханова. Вот помидоры первый год сажу, лентяйка. Каждая рассада Александры Замякиной аккуратно подписана. Дачница ждет благоприятной погоды для пересадки их в теплицу. В этом году у нее 4 сорта томатов, 3 сорта перцев из десяток разных сеянцев. В огороде все сортовое. Вот это сортовой финиковый крыжовник. Он почему финиковый называется? Знаете, финики, он сладкий, вот это, именно кислоты нет. К труду 85-летняя Александра Замякина приучена с самого детства, поскольку оно пришлось на военные годы. В их семье было 6 детей. В тяжелые времена земля кормила всех, рассказывает она. Я никогда не покупала никакие овощи. У меня все свои. Все свои, я думаю, что я ничем огород не кормлю, и химикатами. Этот участок земли в конце 60-х приобрели супруги Замякины. С тех пор на этой земле они выращивают свой урожай. А этот дом был построен супругом Александры Замякиной уже в 70-м году. Вот это вот сортовые перцы у меня.
Свой урожай Александра Замякина ежегодно старается запечатлеть на фотоаппарат. В альбоме есть кадры с республиканского конкурса садоводов «Бакча-2018», в котором она принимала участие. За разнообразие сортов и видов овощей Нижнекамскому району тогда было присвоено первое место. Ценят опытную дачницу и ее соседи. Она уж тут как сторожила у нас, работает днем и ночью. Очень добрая, хозяйственная. В этом году Александра Замякина надеется, как и прежде, вырастить богатый урожай и украсить мир своими цветами. Ромашка белая, лепесточки нежные, мне дороже всех цветов, ведь она моя любовь. Гульнара Миниханова, Александр Лихачев, ТНВ, Нижнекамск. «Зенит Казань» стал бронзовым призером финала 6. Сегодня в Казани завершился чемпионат России по волейболу. Казанские волейболисты были в шаге от финала, но, проиграв новосибирскому «Локомотиву», сегодня боролись за 3-е место. Соперник – «Зенит» из Санкт-Петербурга. За игрой следил Рамиль Шайдулин. Уже в первом сете казанцы показывают, они все еще полны сил, а команда понимает друг друга с полуслова. Несмотря на вчерашний проигрыш в полуфинале, сегодня желание играть и побеждать. Могли сегодня и опустить руки, да, где-то. Цель основная наша вроде как не достигнута, да, но это показатель команды, что вышли сложно, перетерпели. Сегодня матч особый. Петербургский «Зенит» – давний соперник. С ними наши уже играли в финале Кубка России. Тогда в 2018-м казанцы выиграли со счетом 3-1. Успех хотелось повторить. Мы понимали, что мы играли при полных трибунах. Ради зрителей в первую очередь. Им спасибо большое. Действительно, этот турнир получился знаковым. Атмосфера была просто потрясающая. Поддержка была тоже космос. Сказалась ли поддержка или дома грели и стены, но по ходу игры петербургский «Зенит» не выиграл ни одного сета. Счет 3-0 в пользу казанцев. Оценку игре давать, когда проиграли 0-3, тем более за матч за бронзу, оценивать... Не знаю, что тут оценить. Неудовлетворительно. Дело даже не в счете, что мы проиграли 3-0, а как мы проиграли. Много своих ошибок. Таким образом, казанцы – бронзовые призеры финала 6. Кто будет серебряным призером и победителем, определит матч между финалистами – московским «Динамо» и новосибирским «Локомотивом». Рамиль Шайдулин, Вадим Ларионов, ТНВ, Казань. И финальный матч завершился менее получаса назад. Чемпионом России по волейболу стала команда московского «Динамо». В напряженной игре она обыграла новосибирский «Локомотив» со счетом 3-2. А мы с вами прощаемся. Это были новости Татарстана. Еще больше информации в нашей группе ВКонтакте и в Телеграм-канале. До встречи! Квартиры почти в рассрочку. Переплата на весь период всего 91 тысяча рублей за 30 лет. Акбарсдом. Дом там, где мы. Дорогие друзья, процедура списания долгов введена специально, чтобы облегчить бремя должника. Записывайтесь на бесплатную консультацию. Здравствуйте! Выходные радовали нас сухой и очень теплой погодой, но ситуация изменилась. По данным сервиса Яндекс.Погода, холодный атмосферный фронт пересек юго-восток республики. Небо стремительно затянуло облаками, ветер усилился, прошли дожди, а температура понизилась. Вот и в среду синоптики местами обещают осадки. Облачная погода в Нижнекамске, Набережных Челнах, Елабуге. Во второй половине дня местами дождь и плюс 13 на термометрах. Ох уж этот май со своей погодной палитрой. То тепло, то холодно, то дождь, то жара. В Агрызе, Менделеевске, Актаныше температура также понизилась, облаков стало больше. Но вероятность осадков в среду будет небольшой.
Атмосферный фронт атлантического циклона принес на северо-запад облачную погоду, дожди и похолодание. Ночная и дневная температуры схожи, около 11 градусов выше нуля. В Болгаре, Дрожжаном, Буинске распространился холодный воздух. Температура понизилась, около 11 тепла днем и в первой половине дня небольшой дождь. В Альметьевске, Чистополе, Мамадыше будет теплее, тут плюс 14, но без осадков не обойдется. В четверг без существенных осадков, но прохладная погода сохранится, одевайтесь теплее. Федеральная сеть медицинских центров «Доктор Ост». Лечение самых сложных заболеваний позвоночника и суставов, без боли и хирургического вмешательства. За 12 лет в 10 городах России врачами клиники отменено более 70 тысяч операций. У меня артроз. Дети оплатили операцию за рубежом. Правый протез не приживался, хотя и дорогой. Ждала вторую операцию, но тут границы закрыли. Так я попала в «Доктор Ост». Протез ставить не нужно. Даже при тяжелых формах артоза сустав еще можно сохранить с помощью инъекции нового поколения. Счастье, что можно спасти сустав. Жаль, поздно пришла в «Доктор Ост». Были бы оба сустава целы. Цветоводы Казани приглашают всех на ярмарку цветов во Дворец химиков 11 и 12 мая. Приобрести посадочный материал и получить консультации специалистов вы сможете с 10 до 18 часов. О погоде в столице. В Казани будет малооблачно, ночью и днем небольшой дождь. Ночная температура плюс 10, а днем 13 градусов выше нуля. Ветер южный, умеренный до сильного. Атмосферное давление 745 миллиметров ртутного столба, влажность воздуха 74%. В магнитном поле Земли спокойно. О погоде все. В студии была Лейла Латыпова. Всего доброго и до свидания.